201. Вообще говоря, в отличие от стратегического ядерного оружия, которое по-прежнему регулируется некоторыми международными договорами, и поэтому про него кое-что известно, потому что у России есть обязанность публиковать некоторые данные, предупреждать об учениях и так далее. В случае тактического ядерного оружия никаких обязательств практически нет, поэтому известно про него намного меньше. Специалисты собирают информацию по крупицам, в частности, один из них, Павел Подвиг, с которым мы говорили, они считают, что учения, хотя такие проводились в новейшей истории России, но они проводились с макетами. В принципе, макеты разного рода боеголовок для того и существуют. Но чтобы было понятно, как в целом хранится такое оружие, как оно должно использоваться в случае, если его решат использовать. Значит, это боеголовки для ракет и, может быть, авиабомбы. В основном они хранятся на складах. Есть разные уровни хранилища для ядерного оружия. Значит, приезжает специальная группа военнослужащих из 12-го Главного управления Минобороны, которое занимается ядерным оружием, достает эти боеголовки и бомбы, которые хранятся в специальных контейнерах, грузит на грузовики. После этого привозят их, собственно, к так называемым средствам доставки, то есть либо к самолетам, либо к пусковым установкам ракет. И дальше либо их подвешивают на самолеты, либо их соединяют с ракетами и устанавливают на ракетные установки. В целом все это выглядит так. Значит, учение, предположительно, заключается в том, что тот же самый процесс производится, но просто с болванками, то есть с макетами. То есть тоже приезжают люди из специального этого управления, они достают из хранилища макеты, грузят на грузовики, привозят в какие-то войсковые части, и там, может быть, прикрепляют, скажем, к самолетам или что-то в этом духе. То есть так, наверное, выглядит учение в целом. Скорее всего, хотя бы из соображений безопасности лишний раз возить на грузовике настоящую ядерную бомбу никто не станет.